Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 декабря, и мы с Валерой опять на реке Печора. Приехали еще затемно, на урагане приехали. Вот он там стоит на суше, на берегу, потому что оставлять его на воде, эта вся гусянка будет сырая, потом намерзнет, потом тяжело будет ехать. Немного вот протропил, поездил, чтобы ходить можно было. Ну вот, короче, мы приехали затемно еще. Часиков, наверное, 6 выехали из дома, пока доехали. Ну, с 6:30 продырявили весь участок. Лунок 40, наверное, сделали, пробовали. Бесполезно, ни одной поклевки не было. Потом уже, когда начало светать, практически светло, пришли на свое место, где мы ерши обычно ловим. Поначалу клюнуло 3 ёршика, и все, клев полностью прекратился. И мы решили, не будем тратить время даром. Валера пошел, поставили 2 кормушки, там пошел вставлять ставные удочки. Ну а я сейчас возьму ведро, возьму живцов, скорее всего мальков. И маленькие двойнички у меня есть, поставлю жерлички, штук 5 хотя бы для пробы. Может чучка возьмет, может окушок, может ясь, ну посмотрим. Жерлицы видно будет, если что сработает. И будем заниматься делами, проверять палки, может поставим пару продольничков. Короче, вот такие вот планы у нас. Поехали. Так, пришел взять малявок с тюрьмы. У нас здесь тюрьма, да, Валяр? Здесь тюрьма. Ладно, найдем. Но на всякий случай одел камеру, потому что там есть крючки. Ага, тюрьма здесь, вижу. Но у меня здесь есть и крючки, куда может вполне попасться и налимчик. Так, у нас здесь все ерши и что угодно. Но натяжки не вижу. Никого здесь нет. Кто-то дергает. О, вот такой вот налимчик. Валер! Взял на малька. Нормально налим. Это тут уже, вот тут уже точно не маленький. Так вот. Этот уже точно больше полкило даже. Ну-ка. 20, 40, 46, 47 сантиметров где-то, наверное. Так что это уже по нашим меркам далеко не маленький. Мы его, конечно, берем. Ну что, первая палка и сразу налимчик, это очень хорошо. Идем дальше. Так, немножко мы ершей взяли. Теперь возьмем немного малявок. Но здесь у нас тоже есть крючки. И вполне вероятно, что здесь тоже может быть что-то. Здесь никого. Здесь никого. Одни живцы. Выключаем. Друзья, у меня беда небольшая. Прошелся по воде. Что смотрю, нога сырая вся. Вон какой порез. Куда-то я порезал свой сапог. Ёк-макарёк. Или крючком куда-то. Как ножом, видишь, получается, вон. Это лопнуло, да? Ну нет, это порезал или крючком, или чем-то. Ну а сейчас просто я наступил в воду и сразу нога намокла у меня почему-то. Сырая, блин, сырой ногой как? Пипец.
Как-то будет аккуратно ходить теперь. Ты еще привет сегодня не передавал. Так. Все наши попытки поймать что-либо на удочку не принесли результата. Кинули 8 жерлиц тут возле берега, тоже стоят, молчат. Сейчас мы перекусили, попили чаю и решили, не будем терять времени даром. А пойдем-ка работать. Проверим наши палочки и посмотрим, что да как. Так, здесь у нас пока ничего. Ёжик на месте, маляка сдохла. Вон мужичок все ближе и ближе к нам подходит. Рыбачил дальше, а теперь каждый ряд все ближе и ближе. Он думает, здесь рыба вкуснее. Ладно, пусть подходит. Река большая, места всем хватит. Просто что вот не идти ему вверх, скажем, да? Там никого нет, никто не рыбачит. Нет, ему надо вот ниже, к моим палкам вот именно. Он думает, если я здесь рыбачу, значит здесь рыбы больше. Ладно, пусть думает. Мелочь какая-то, на. Вон. Умер уже. Смотри. Кусал кто-то, да? Или что? Да нет. Или об леску царапался? Конечно, крутился. Подох уже. Вдруг не влезет. Сюда-то влезет. Да это бог не влезет. Да ты с ума сошел, если сюда налим не влезет, то его и... Но... Что-то дергает даже. И на налима не похоже. О! Ариус! Я говорю, на налима даже не похоже. Жиган. Взял на малька. Вы это видели, друзья? Ариус. Только не говорите, чтобы я его отпустил. Во-первых, он заглотил до жопы. Во-вторых, он у меня трудовой, пойманный. И запах такой вкусный. Кстати, пользователь Антон Воркута, к тебе обращаюсь. Ты вот мне пишешь, чтобы мы ловили налима не меньше 4 килограммов. Во-первых, я тебе еще один раз скажу, что я бы с удовольствием ловил налима больше 4 килограммов. Но мелочь, которая попадает и заглатывает вот так, как вот этот хариус, до желудка. О, на малька попал, видите? Вон. Отпускать их смысла нет. Они все равно умрут. Если вас так нервирует то, что попадает мелкий налим, ну, не смотрите вы мои видео и... не знаю. Хорошо. Будем смотреть только крупных налимов. А этот заглотил до желудка, я его отпускать даже и не подумаю. И сегодня в нашем улове уже 3 вот таких налимчика. Ну, относительно крупных налимов. Не считаю, что это мелкий налим. И один хорюзок. Я его сразу почувствовал, так как он дергает немного по-другому. Попал на малька. Вот из-за этого я ставлю второй поводок с маленьким крючком, чтобы зимой поймать хорюзка, яська, окунька и тому подобное. Как-то вот так. Горит? Да. Значит, верно. Так, достаем крючок. Ну, давай
Ничего не дает. Не. Тишина. А, ну-ка подожди тогда. Сейчас клюнул или клевал? Вон Валера поймал на вставную удочку, вон какого хариуса. Вон. Нормальный крупный хариус. Не зря ставил. На червя ставил, да? Че? Крючок как у Заглотил, ну. Да, тебя? Прикормка? Собачья, да. А ты просто проверял или видел, что клюет? Да, заклевал. Он не проверил сначала, не клюет. А что ничего не сказал, так бы хоть на камеру вытащил. Нормально. Не зря бурили сегодня 40 лунок. Черви с собой? Да? Конечно, насаживай. Ну, сработала вставная удочка на червя, поймали хариуза. Прикормка собачья еда. Так, у нас 3 налима уже и 2 хариуза. Смотрим дальше. Вчера здесь были яськи, сегодня яськов нет. Сегодня вот такой вот налимчик и уже подох. Ну что, отпускать его? Он же 4 килограмм не вырос еще. Ну да, он же еще почти теплый. Наверное, его стоит отпустить. Он же еще выживет. И поголовье налима на Печоре увеличится. Верно я говорю? Антон Воркута. Вот этот налим 4 килограмм еще не вырос, но он уже умер. Как думаешь, отпускать его, не отпускать? Я вот тоже думаю, отпускать его смысла нету. Я бы, конечно, мог это не заснять. Но лично для тебя вот показываю, что налим умер, заглотил. Так же будет с каждым налимом, которого отпускаешь. Заглотыши не выживают. А таких километров здесь на Печоре. Где вот только крупный, я не знаю. Видать, потепление климата сказалось. Когда были морозные зимы, был крупный налим лет 30 назад. Сейчас это очень большая редкость. Смотрим дальше. Ну где, если не здесь? На самом мелкоте. Ах, хрен, нету натяжки. И здесь нет. Ну смотри, украли. Украла, меня лиса украла. Ерша украли, да. Что-то было. Да всплыло. Время обеда. На сухом спирте греется говядина тушеная с армейского сухпайка. Тут есть много чего еще, конечно. И каша рисовая, и паштеты, и икра, и одно, и другое, и третье. Но у нас сковородки нету, мы решили перекусить тушенкой. Валера, как оно? Хорошо. А разве может быть плохо? На свежем воздухе. У нас уже 3 налимчика и 2 хорюска. И ершей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 ершей. Проверили палочки. Теперь половим ершей. И вечерком, когда уже стемнеет, попробуем еще раз проверить. И поднять палки с левого берега. Там смысла нет держать уже. Там был всего один налим трофейный, которого я поймал на 6400. Надо потихоньку передвигаться на правый берег. Но пока у нас обед, начало темнеть уже.
Сейчас перекусим и будем работать. Жерлицы у нас молчат. За целый день ни одной сработки. 8 жерлиц поставил. Вон, от берега туда на середину. Нифига. Все пусто. Или щуки нет, или она просто брать не хочет. Сработала удочка у нас основная, поймали хариуза. Ёрш там был еще один. Один хариуз попался на малька. Кстати, который поменьше, тут на малька попал. Вот. Ну что, будем пробовать дальше. В итоге мы покажем, что за сегодня поймали за целый день. А пока у нас обед.